Провокацию у дома Мустафы Джемилева в Крыму. Ее сегодня около 9 утра совершило несколько десятков молодых людей, подъехавших к дому лидера крымско-татарского народа в Бахчисарае. Все подробности в сюжете. Жена лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева Сафинар Ханум рассказывает, около 9 утра она сидела на кухне и пила чай. Вдруг услышала звук сирены. Выглянула в окно, там увидела несколько десятков молодых людей, которые пикетировали ее дом. Один из них был с мегафоном в руках. Он кричал, что в этом доме живет предатель крымско-татарского народа. Главарь этой банды стал рассказывать всем в рупор, чтобы услыхали все соседи, что какой Джемилев плохой, что он предатель, и что вот у него даже асфальт рядом возле его дома, и что его надо схватить и выкинуть на обочину. Молодые ребята приехали с плакатами, на которых был изображен Мустафа Джемилев. Они повесили их на ворота дома. Плакаты свернули только после того, как их сняла съемочная группа одного из российских телеканалов. Оставим этот один баллончик здесь, может быть, кто-нибудь что-нибудь еще захочет добавить. А теперь, думаю, собираемся и едем на следующее наше мероприятие. Ну, пойдет это, естественно, она пойдет. Ну, смотря как еще пойдет она. Мы же знаем это, мы видим же все, как что идет. Она пойдет не от канала «Россия». Ну что вы? Зачем вы нам рассказываете? Надо рассказывать. После этого началась небольшая театрализованная сценка. И поставили потом мальчишку, который держал в руках картонку. На картонке было изображено только лицо Мустафы Джемилева. Они этим самым, видать, хотели показать, ну, вернее, сценически так выразить, что это Мустафа Ага. Поставили мальчишку, он так лицо свое прикрыл этой картонкой. И, значит, этот с мегафона призвал, говорит: давайте мы этого нехорошего человечка обкидаем яйцами. И они начали все кидать эти яйца. Самое интересное, что вот в лицо никто не попал, но мальчишка весь был обкидан этими же яйцами. На крик и шум сбежали соседи. Мустафу Джемилеву в Крым не пускают. Это весь народ крымско-татарский знает, начиная с первоклассника. Они не в курсе, видимо, этого. Пришли его дом, значит, пикетировать. Здесь только жена его живет. А что, с женщиной пришли бороться? Или с самим домом защекотуренным? Или с этой асфальтированной улицей, по которой ходят люди вот этой улицы 6-го микрорайона? Я вообще не понимаю, что это означает. Было, конечно, это просто смешно, если честно, потому что это люди показывают свою глупость. И если среди них были крымские татары, сразу хочу сказать, их было единицы. Среди них были славянские люди тоже. Сафинар Джемилева рассказывает, пыталась вызвать полицию, но безрезультатно. Она приехала сразу после того, как молодые люди уехали. Полиция опросила свидетелей, был составлен протокол. Стала звонить в милицию, пока они там выступали. Милиция трубку не берет. Слышат мой голос и кладут трубку. Милиция пришла только после того, когда все они разошлись, все уехали и стали у меня брать вот дознание. Сафинар Ханум отмечает, ничего не боится и из родного дома и земли уезжать не собирается. Но я считаю, это мой дом, это моя родина, и никто не имеет права меня отсюда выгонять.